Этнос как явление. Доложено на заседании отделения этнографии 19 мая 1966 года. Первое. Тезис «Человек – млекопитающее животное», человечество – один из видов отряда приматов, гоминид, закономерности развития человечества не отличаются принципиально от закономерности развития любого другого вида, в середине XIX века был лозунгом того материализма, который мы теперь называем механическим или вульгарным. Не то чтобы этот тезис был полностью неверным, человек действительно несет в себе зоологическую природу, и многое в его жизни и поведении объясняется натуральными инстинктами и физиологическими потребностями, не меняющимися за все время существования вида Homo sapiens. Но нельзя переносить биологические законы в сферу социальной жизни непосредственно. Поэтому Маркс и Энгельс признали, что теория биологической эволюции имеет величайшее значение не только в области чисто биологических вопросов, но и как основание и дополнение к теории исторического материализма и лежащей в его основе философии. В то же время они понимали, насколько важно избежать ошибки Геккеля, Герберта Спенсера и других, отождествлявших процессы и законы биологической и социальной эволюции, так как последние являются эпифеноменами по отношению к первым и протекают по собственным законам, зависящим от специфических особенностей, приобретенных самим человеком. Таким образом, хотя понимание биологической эволюции и необходимо для правильного направления человеческой деятельности, оно само по себе еще не дает нам разрешения социальных проблем, но служит известным основанием для их рассмотрения. Можно считать установленным, что человечество со всеми его взаимосвязями явление не простое, а сложное. Люди, и каждый человек в отдельности, являются и физическими телами, подвластными силе тяжести, и организмами, вмещающими в себе бактерии и других микробов, и млекопитающими животными с определенной продолжительностью жизни, и членами обществ, развивающихся в силу собственной закономерности, и, наконец, представителями этнических сообществ, племен, народностей, наций и тому подобное. Наблюдаемые простым глазом явления, касающиеся человечества в целом, не что иное, как составляющие, где участвуют факторы не только все перечисленные, но и многие другие. Для того, чтобы от обывательского восприятия перейти к научному анализу, надлежит расчленить все факторы и рассмотреть каждый в отдельности. Совершенно правильно отметил Колесник, для того, чтобы изучать взаимодействие, нет необходимости путать разные вещи. Их скорее необходимо разделять. И вот, ограничив этногенез от социального развития, мы должны проделать ту же работу для размежевания зоологии и этнологии. Ефремов определяет антропосферу как совокупность человеческих организмов или биомассу в 150 миллионов тонн живого веса. При этом он учитывает ее организованность и включает в антропосферу производительные силы и производственные отношения. Так вот, посмотрим, что здесь от биологии, а что специфически присуще человеку. Напомню, что этносом мы называем коллектив особей, противопоставляющий себя всем прочим коллективам и имеющий оригинальную внутреннюю структуру. Это определение предварительное, для раскрытия которого нужно дать общее описание свойств, присущих этносу как таковому, а также положить основу для этнической классификации. Но что значит описать? Только одно – сравнить изучаемый предмет с другим, уже известным, и отметить их сходство и различия. С чем сравнить этнос? Очевидно, с явлениями, изучаемыми сопредельными науками, с общественными формациями, которыми занимаются социология, с популяциями вида, которые исследуются биологией, и ландшафтами, составляющими предмет физической географии, а вернее зоогеографии. По принятой Аристотелем зоологической систематике, этнос – мельчайшая таксономическая единица, определяемая не столько по признакам соматическому или физиологическому, сколько по поведению. Иными словами, представители одного и того же этноса в определенных критических условиях реагируют сходно, а члены иных этносов по-иному. Собственно, только в этом и проявляется психический склад, считающийся одним из признаков нации. Разумеется, здесь должны приниматься во внимание только статистические средние из достаточно больших чисел с уклонениями во все стороны. Однако, поскольку мы почти всегда имеем дело либо с народами многочисленными, пусть недостаточно обособленными, либо с народностями, четко ограниченными от соседей, пусть даже численно малыми, то отмеченная неопределенность является величиной, которой должно пренебречь.
Этнос, как и вид, по определению Аристотеля, это несводимая ни на что другое особенность, делающая предмет тем, что он есть. Именно поэтому этнос не является ни спекулятивной категорией, ни философским обобщением тех или иных черт. Он ощущается нами непосредственно, как свет, тепло, электрический разряд, и, следовательно, должен изучаться как одно из явлений природы, биосферы, а не как гуманитарная концепция, возникающая в мозгу наблюдателя. В отличие от социальных таксономических единиц, как принятых в историческом материализме формации, так и в буржуазной западноевропейской социологии цивилизации, этносы при возникновении связаны с определенными ландшафтными районами. Для общественного развития наличие этносов является только фоном, правда, необходимым, потому что если нет людей, то нет и закономерности общественного развития, а люди до сих пор не существовали вне этносов. Это последнее положение может вызвать возражение, потому что рабы в древнем мире или интернациональные авантюристы, космополиты сами затруднялись определить, к какому народу их следует причислить. Для прояснения проблемы следует отметить, что очень редкие этносы, реликтовые племена, существуют изолированно. Но там проблема внеэтничного существования отдельных особей не возникает, их там просто не бывает и быть не может, потому что изгнанник, лишенный поддержки коллектива, обречен на гибель. Сложнее с особями, не помнящими родства, например, с рабами, зачатыми в лупанариях. По происхождению и правовому положению они не были римлянами. Это значит, что они не входили в официальное римское общество, но поскольку последнее без них не могло существовать, то мы имеем право причислить рабов к римскому этносу, в смысле современном, а не древнеримском, где рабов называли говорящими орудиями. Затем, при образовании этносов всегда возникает несколько новых коллективов, образующих более или менее крепкую конструкцию. А в промежутках между отдельными этносами часто обретаются промежуточные особи, но они не выходят за пределы своей системы. Так в XVI веке кондотьер мог служить Валуа, Габсбургу, Тюдору или Медичи, не становясь ни французом, ни испанцем, ни англичанином, ни тосканцем, и даже не задаваясь вопросом, кто же он по этносу. Но, поступая на службу к турецкому султану, он становился турком, то есть менял этнос. Это было настолько распространено, что даже существовал специальный термин «ренегат». Что же менялось в ренегате? Ясно, что ни физиология, ни анатомия, ни генофонд. Менялся стереотип поведения. Без него ренегат не мог быть инкорпорирован новым коллективом. В единой системе этносов, например, в романо-германской Европе, называвшейся в XVI веке христианским миром, хотя в него не включались православные народы, стереотип поведения разнился мало, и этой величиной можно было пренебречь. Но в системе, условно именовавшейся мусульманскими народами, он был настолько иным, что переход отмечался специально и был связан с юридическим актом, сменой исповедования веры. Совсем не играло роли то, что по большей части ренегат вообще не имел религиозных мнений. Важно было отметить, что он порвал с прошлым и включился в новый коллектив, иными словами, совершил акт приспособления к новой среде. А пластичность характерна для многих видов животных и описана Лобашовым, который сформировал следующие выводы, применимые и к нашему материалу. Процессы индивидуального приспособления у всех животных осуществляются с помощью механизма условного рефлекса. Первое. Приобретение в онтогенезе условных связей с реальной действительностью обеспечивает животному анализ и синтез факторов внешней среды и активный выбор оптимальных условий для своего существования по данным сигналов. Второе. Своевременная информация через сигналы о приближающихся событиях обеспечивает животному возможность осуществить профилактические адаптивные реакции и подготовить адекватным образом функциональное состояние организма. Третье. Функциональная преемственность наблюдается между поколениями, родителями и потомством, членами сообщества или стада, а для человека преемственность цивилизации. Отсюда поведение как приспособление целого организма является высшей формой активной адаптации. Один и тот же вид животного может дать особи светолюбивые и темнолюбивые, холоднолюбивые и теплолюбивые, что отвечает хрономическому принципу номогенеза. Условно-рефлекторная, сигнальная преемственность между поколениями осуществляется через контакт новорожденного первое с родителями и второе с членами сообщества, что в применении к человеку называется традицией.
которое не что иное, как стереотип поведения, передающийся путем сигнальной наследственности. Сигнальная наследственность для понимания развития человека и его цивилизации приобретает особое значение, так как ее положение полностью опровергают наличие расовых различий духовных свойств человека. Речь, сигнал сигналов, создает условия для возрастания роли сигнальной или условной наследственности, обеспечивающей преемственность опыта между поколениями на основе физиологического механизма временной связи. Теперь переведем выводы генетика на язык этнолога. Условные связи с действительностью, приобретаемые в онтогенезе, это воспитание ребенка и обучение его тому, чем он будет всю жизнь кормиться и защищаться от врагов. В Полинезии учат плавать, в Сибири ходить на лыжах, в Древней Монголии стрелять из лука и ездить верхом, в Европе грамоте, чтобы человек читал газеты и принимал профилактические меры для избавления себя от неприятностей. Поведение, то есть способность приспособить организм к новым условиям, рассматривается как результат биологического признака способности к изменчивости. Но последнее не безгранично, и потому мы наблюдаем вымирание новых видов или, в нашем случае, этносов. Появление же новых этносов в данном аспекте означает, что в силу способности к изменчивости изменился стереотип поведения, и значит возникла новая традиция или сигнальная наследственность. Иными словами, новая культура, не частностями, а коренным образом отличающаяся от прежней. Тем же самым определяется переход особи из одного этнического коллектива в другой, достаточно далекий, то есть явление ренегатства или инкорпорирования чужака при родовом строе. Отсюда же вытекает, что нет людей вне этноса. Человек может не знать своего происхождения, забыть родной язык, не иметь никаких религиозных или атеистических представлений, но без поведения в коллективе он жить не может. А поскольку именно характером поведения определяется этническая принадлежность, то все люди сопричастны этносфере. Поэтому биологический подход, как и географический, позволяет рассмотреть этнос как явление глобальное, имеющее собственные закономерности становления, то есть появления, видоизменения и исчезновения. Рассмотрению этих свойств этноса как такового будут посвящены следующие разделы. Второе. Одним из наиболее важных свойств вида Homo sapiens является его приспособленность к различным природным условиям. Иначе этот вид не мог бы распространиться так широко по поверхности Земли. Однако изучение миграции показывает, что в подавляющем большинстве случаев способность к адаптации весьма ограничена. При миграциях народы стремятся выбрать географические условия ландшафта как можно более напоминающие родину. Так англичане не заселили ни Индию, ни тропическую Африку, ни Малакку и Саравак, оставаясь там на положении колониальных чиновников, непосредственно не связанных с природой этих стран. Зато они наводнили страны умеренного пояса — Северную Америку, Южную Африку, Австралию и Новую Зеландию. Русские крестьяне расселились по лесостепной полосе Сибири, а казаки — по долинам сибирских рек, тюрки — по водораздельным степям, арабы осваивали оазисы среди пустынь, эллины — берега Средиземного моря и так далее. При этом этническая инерция была настолько сильна, что даже меняя ареал, народы сохраняли свойственный им облик. Евреи в Салониках живут эндогамной группой свыше 400 лет после своего изгнания из Испании, но до сих пор, по данным 1918 года, они скорее похожи на арабов, чем на своих соседей греков. Точно так же немцы из Венгрии походят на своих соседей, соплеменников из Германии, а цыгане на индусов. Отбор изменяет соотношение признаков медленно, а мутации, как известно, редки, поэтому любая народность находится почти в состоянии равновесия. Но не следует думать, что изменение условий существования не влияет на этносы никогда. Иной раз оно влияет настолько сильно, что образуются новые признаки и создаются новые этнические варианты, более или менее устойчивые. Нам надлежит разобраться в том, как происходят эти процессы и почему они дают разные результаты. Поскольку речь идет о поведении особей, входящих в разные этносы, то самое простое — обратить внимание на то, как они воздействуют на те или иные природные ландшафты, в которые их забрасывает историческая судьба. Иными словами, нам надлежит проследить характер и вариации антропогенного фактора ландшафтообразования
с учетом уже отмеченного нами деления человечества на этнические коллективы. Колесник отметил, что на земном шаре к настоящему времени почти не осталось ландшафтов, не затронутых воздействием человеческого общества. Вместе с тем он указал на то, что существуют различия в целях, степени и характере воздействия человека на его природное окружение. И этим открыл перспективы для дальнейшей разработки темы. Дело не в том, насколько велики изменения, произведенные человеком, и даже не в том, благодетельны они по своим последствиям или губительны, а в том, когда, как и почему они происходят. Третье. Бесспорно, что ландшафт и рельеф промышленных районов и областей с искусственным орошением изменен больше, чем в степи, тайге, тропическом лесу и пустыне. Но если мы попытаемся найти здесь социальную закономерность, то столкнемся с непреодолимыми затруднениями. Земледельческая культура майя в Юкатане была создана в V веке до нашей эры при господстве родового строя, пришла в упадок при зарождении классовых отношений и не была восстановлена при владычестве Испании, несмотря на внесение европейской техники и покровительство крещенным индейцам. Хозяйство Египта в период феодализма медленно, но неуклонно приходило в упадок, а в Европе в то же время и при тех же социальных взаимоотношениях имел место небывалый подъем земледелия и ремесла, не говоря о торговле. В плане нашего исследования это означает, что ландшафт в Египте в это время был стабильным, несмотря на напряженность политической борьбы, а в Европе преображался радикально. Внесение же антропогенных моментов в рельеф Египта в XIX веке, прорытие Суэцкого канала, связано с проникновением туда европейских народов, французов и англичан, а не деятельностью аборигенов-филахов. В Англии XVIII века, по Томасу Мору, овцы съели людей при начинающемся капитализме, а в Монголии XIII-XIV веков овцы съели тунгусов-охотников, живших на южных склонах Саян, Хамардабана и на севере Большого Хингана, хотя там даже феодализм был неразвитым. Монгольские овцы съедали траву и выпивали в мелких источниках воду, служившей пищей и питьем для диких копытных. Число последних уменьшалось, а вместе с тем охотничьи племена лишались привычной пищи, слабели, попадали в зависимость к степнякам-скотоводам и исчезали с этнографической карты Азии. Еще примеры. Азорские острова превращены в голые утесы не испанскими феодалами, которые свирепствовали в Мексике и Нидерландах, а козами. Последних же высадили там астурийцы и баски, у которых еще не исчез родовой строй. Бизонов в Америке уничтожили члены капиталистического общества, а птицу моа в Новой Зеландии — полинезийцы, не знавшие еще классового расслоения. Они же акклиматизировали на своих островах американский картофель, а в России для той же цели понадобилась вся военно-бюрократическая машина императрицы Екатерины II. Отсюда следует, что закономерность лежит в другой области. Четвертое. Поставим вопрос по-иному. Не как влияет на природу человечества, а как влияют на нее разные народы на разных стадиях своего развития. Этим мы вводим господствующее звено, которого до сих пор и не хватало. Тогда возникает новая опасность. Если каждый народ, да еще в каждую эпоху своего существования, влияет на природу по-особому, то обозреть этот калейдоскоп невозможно. И, отказавшись от заведомо неверных выводов, мы рискуем лишиться возможности сделать какие бы то ни было обобщения, а, следовательно, и осмыслить исследуемые явления. Но тут приходит на помощь обычная в естественных науках классификация и систематизация наблюдаемых фактов, что в гуманитарных науках не получило еще должного применения. Поэтому, говоря о народностях, этносах, в их отношении к ландшафту, мы остаемся на фундаменте географического народоведения, не переходя в область гуманитарной этнографии. Отказавшись от основ этнической классификации, принятой в гуманитарных науках, расовой, общественной, материальной культуры, религии и тому подобное, мы должны выбрать исходный принцип и аспект, лежащий в географической науке. Таковым может быть явление биоценоза, под которым понимается закономерный комплекс форм, исторически, экологически и физиологически связанных в одно целое общностью существования. Следовательно, люди также входят в биоценозы, населяемых ими биохоров. Биоценоз — образование устойчивое, формы его составляющие связаны воедино цепью питания, то есть одни виды питаются другими. Цепь питания обычно заканчивается крупным хищником или человеком.
Характерной особенностью биоценозов является постоянная соразмерность между числом особей во всех формах, составляющих комплекс. Например, количество волков на данном участке зависит от количества зайцев и грызунов, а последние лимитируются количеством травы и воды. Соотношение это обычно колеблется в пределах допуска и нарушается редко и ненадолго. Казалось бы, эта картина не имеет отношения к человеку, однако это не всегда так. Есть огромное количество этнических единиц, пусть численно ничтожных, входящих в состав биоценозов на тех или иных биохорах. По сравнению с этими мелкими народностями, или иногда просто племенами, современные и исторические цивилизованные этносы — левиафаны. Но их мало, и они, как показывает история, не вечны. Вот на этой основе мы и построили нашу первичную классификацию. Первое. Этносы, входящие в биоценоз, вписывающиеся в ландшафт и ограниченные тем самым в своем размножении, этот способ существования присущ многим видам животных, как бы остановившимся в своем развитии. Лишайники, то есть симбиоз водорослей с грибом, существуют с Кембрия. Тараканы и стрекозы с Карбона, крокодилы с Триасового, а муравьи и термиты с мелового периода. В зоологии эти виды называются персистентами, и нет никаких оснований не применить этот термин к этносам, застывшим на определенной точке развития. И второе. Этносы, интенсивно размножающиеся, расселяющиеся за границы своего биохора и изменяющие свой первичный биоценоз. Второе состояние в аспекте физической географии называется сукцессией. Этносы, составляющие первую группу, консервативные в отношении к природе и в ряде других закономерностей. Приведем несколько примеров. Пятое. Большинство североамериканских индейцев Канады и области прерий жили до прихода европейцев в составе биоценозов Северной Америки. Количество людей в племенах определялось количеством оленей и бизонов, и для ограничения естественного прироста нормой общежития были истребительные межплеменные войны. Целью этих войн был не захват территорий, покорение соседей, экспроприация их имущества, политическое преобразование. Нет. Цель была только убийство ради убийства. Корни этого порядка уходят в глубокую древность, и биологическое назначение его ясно. Поскольку количество добычи не беспредельно, то важно обеспечить себе и своему потомству фактическую возможность убивать животных, а значит избавиться от соперника. Это не были войны в нашем смысле, это была внутривидовая борьба, поддерживавшая определенный биоценоз. При таком подходе к природе, естественно, не могло быть и речи о внесении в нее каких-либо изменений, которые рассматривались как нежелательная порча природы, находящейся, по мнению индейцев, в зените совершенства. Точно так же вели себя земледельческие племена, так называемые индейцы Пуэбло, с той лишь разницей, что мясо диких зверей у них заменил маис. Они не расширяли своих полей и не пытались использовать речную воду для орошения, не совершенствовали свою технику, они предпочитали ограничить прирост населения, предоставляя болезням уносить слабых детей и тщательно воспитывая крепких, которые потом гибли в стычках с навахами и опахами. Вот и способ хозяйства не иной, а отношение к природе то же самое. Остается только непонятным, почему навахи не переняли у индейцев Пуэбло навыков земледелия, а те не заимствовали у соседей тактику сокрушительных набегов, хотя выгода от таких заимствований была бы несомненная. Впрочем, двоюродные братья Апахов и Навахов ацтеки, принадлежащие к той же группе Нагуа, с XI по XIV век переселились на Мексиканское Нагорье и весьма интенсивно изменили его ландшафт и рельеф. Они строили теокалли, вариации рельефа, соорудили акведуки и искусственные озера, техногенная гидрология, сеяли маис, табак, помидоры, картофель и много других полезных растений, флористической вариации, и разводили кошениль, насекомое, дававшее прекрасный краситель темно-малинового цвета, фаунистическая вариация. Короче говоря, ацтеки изменяли природу, в то время, когда апахи и навахи ее охраняли. Можно было бы предположить, что тут решающую роль играл жаркий климат Южной Мексики, хотя он не так уж отличается от климата берегов Рио-Гранде. Однако в самом центре Северной Америки, в долине Огайо, обнаружены грандиозные земляные сооружения, валы, назначение которых было неизвестно самим индейцам. Очевидно, некогда там тоже жил народ, изменявший природу, и климатические условия ему не мешали.
как не мешают они американцам англосаксонского происхождения. Наряду с этим отметим, что одно из индейских племен тлинкиты, а также алиуты, практиковали рабовладение и работорговлю в широких размерах. Рабы составляли до трети населения Северо-Западной Америки, и некоторые тлинкитские богачи имели до 30-40 рабов. Рабов систематически продавали и покупали, использовали для грязной работы и жертвоприношений при похоронах и обряде инициации. Рабыни служили хозяевам наложницами. Но при всем этом тлинкиты были типичным охотничьим племенем, то есть по нашей классификации относились к разряду консервативных статических этносов. Аналогичное положение было в Северной Сибири. Народы угорской, тунгусской и палеоазиатской групп по характеру быта и хозяйства являлись как бы фрагментом ландшафта, завершающей составной частью биоценозов. Точнее сказать, они вписывались в ландшафт. Некоторые исключения составляли якуты, которые при своем продвижении на север принесли с собой навыки скотоводства, привезли лошадей и коров, организовали сенокосы и тем самым внесли изменения в ландшафт и биоценоз долины Лены. Однако эта антропогенная сукцессия повела лишь к образованию нового биоценоза, который затем поддерживался в стабильном состоянии до прихода русских землепроходцев. Совершенно иную картину представляет Евразийская степь. Казалось бы, здесь, где основой жизни было экстенсивное кочевое скотоводство, изменение природы не должно было бы иметь места. А на самом деле степь покрыта курганами, изменившими ее рельеф, стадами домашних животных, которые вытеснили диких копытных. Из самой глубокой древности в степях, пусть ненадолго, возникали поля проса. Примитивное земледелие практиковали хунны, тюрки и уйгуры. Здесь видно постоянно возникающее стремление к бережному преобразованию природы. Конечно, в количественном отношении по сравнению с Китаем, Европой, Египтом и Ираном оно ничтожно и даже принципиально отличается от воздействия на природу земледельческих народов тем, что кочевники пытались улучшить существующий ландшафт, а не преобразовать его коренным образом. Но все-таки мы должны отнести евразийских кочевников ко второму разряду нашей классификации, так же, как мы отнесли туда ацтеков, но не тлинкитов. Как бы парадоксально ни представлялись на первый взгляд эти выводы, но чтобы получить научный результат исследования, мы должны выдержать наш принцип классификации строго последовательно. Рассмотрение племен и народностей тропического пояса не принесет нам ничего принципиально нового в сравнении с уже известным материалом, и потому целесообразно обратиться к классическим примерам преобразования природы – Египту, Месопотамии и Китаю. Европу мы пока оставим в стороне, потому что нашей задачей является поиск закономерности, а ее можно подметить только на законченных процессах. Шестое. Согласно исследованиям Брукса, во время Вюрмского оледенения атлантические циклоны проходили через Северную Сахару, Ливан, Месопотамию, Иран и достигали Индии. Тогда Сахара представляла собой цветущую степь, пересеченную многоводными реками, полную диких животных, слонов, гиппопотамов, газелей, диких быков, пантер, львов и медведей. Изображения этих животных, до сих пор украшающие скалы Сахары и даже Аравии, выполнены представителями современного человека вида Homo sapiens. Постепенное усыхание Сахары в конце IV тысячелетия до нашей эры, связанное с перемещением направления циклонов на север, повело к тому, что древние обитатели Сахары обратили внимание на болотистую долину Нила, где среди дикорастущих трав по краям долины произрастали предки пшеницы и ячменя. Неолитические племена освоили земледелие, а в эпоху освоения меди предки египтян приступили к систематической обработке земель в пойме Нила. Процесс закончился объединением Египта под властью фараонов. Эта власть базировалась на огромных ресурсах уже преобразованного ландшафта, который впоследствии принципиальных изменений не претерпевал, за исключением, конечно, архитектурных сооружений, каналов, плотин, пирамид и храмов, являвшихся с нашей точки зрения антропогенными формами рельефа. Однако изменения меньшего масштаба, например, создание знаменитого фаюмского оазиса при XII династии, имели место до 21 династии, после чего Египет стал ареной иноземных вторжений. Нубийцы, ливийцы, ассирийцы, персы, македоняне, римляне черпали богатство Египта, а сами египтяне превратились в филахов,
упорно поддерживающих биоценоз, созданный их предками. Сходную картину можно наблюдать в Месопотамии, несмотря на некоторое количество физико-географических отличий. Земли, образовавшиеся из наносов Тигра и Ефрата на окраине Персидского залива, были плодородны. Протоки и лагуны изобиловали рыбой и водяной птицей, финиковые пальмы росли в диком виде, но освоение этого первобытного Эдема требовало напряженной работы. Пахотные земли приходилось создавать, отделяя воду от суши. Болото надо было осушать, пустыню орошать, а реки ограждать дамбами. Эти работы были произведены простыми земледельцами-скотоводами, не имевшими других средств к существованию. Эти люди еще не знали письменности, не строили городов, не имели практически существенного классового разделения, но они видоизменили ландшафт настолько основательно, что последующие поколения пользовались трудами их рук. Не следует думать, что примитивные народы имеют преимущество перед цивилизованными в деле преобразования природы. В долине Инда в третьем тысячелетии до нашей эры существовала доарийская цивилизация, похожая на древнеегипетскую и шумерийскую. Однако в Индии строители городов Мохенджо-Даро и Хараппы были разделены на классы, возможно, связанные с расовой принадлежностью. В самом низу социальной лестницы находился примитивный австралоидный тип аборигенов Южной Индии, выше длинноголовый средиземноморский тип, близкий к шумерийцам, наверху брахицефальный альпийский тип. Вот пример того, что инородность, находящаяся на стадии классового общества, способна производить переустройство своей местности, но еще более показательна история мелиорации в Китае, о чем нужно сказать подробнее. 7. В третьем тысячелетии до нашей эры территория Китая была мало похожа на то, что она представляет ныне. Девственные леса и болота, питавшиеся реками, разливающимися в половодье, обширные озера, топкие солонцы и только на возвышенных плоскогорьях луга и степи. На востоке, между низовьями рек, в дельтовых равнинах, тянулась цепь зыбких почв, а реки и Хуай пропадали в заболоченной долине нижнего течения Янцзы. Буйная растительность одевала весь бассейн реки Вэйхэ. Там поднимались величественные дубы, всюду виднелись группы кипарисов и сосен, в лесах кишели тигры, ирбисы, желтые леопарды, медведи, буйволы и кабаны, вечно выли шакалы и волки. Но главными врагами людей здесь были реки. В сухое время года они сильно мелели, но стоило пройти дождям в горах, как они вздувались и выходили из берегов. Разлившись, они теряли скорость течения и откладывали наносы. Причем в Хуанхэ во время паводка содержится до 46% ила и песка. Примитивным земледельцам приходилось сооружать дамбы, чтобы спасти себя и свои поля от наводнений, и все же дамбы прорывались в среднем один раз в 2,5 года. Часть древних насельников Китая отступала от свирепых вод в горы и продолжала заниматься охотой, от них там и следа сейчас не осталось. Другие, 100 черноголовых семейств, пришедших в Шаньси с запада, бросились на борьбу с рекой. Это были предки китайцев. Им пришлось отказаться от прежней дикой воли и привить себе дисциплину, жесткую организацию и принять деспотические формы правления. Но зато побежденная природа щедро вознаградила их, предоставив возможности интенсивного размножения и средства для создания оригинальной культуры. Те же, кто отступил от трудностей земляных работ и угрозы водной стихии в горы, стали предками жунов, ди и кянов, тибетцев. Они довольствовались теми плодами природы, которые она им уделяла добровольно, и поэтому у них не возникало потребности в организации. Род занятий, строй жизни и, наконец, идеологии их были резко отличны от китайских, и с каждым поколением оба народа отдалялись друг от друга. Кончилась эта рознь непримиримой враждой, определившей направление истории раннего Китая и его соседей. Теперь наложим факты антропогенного изменения ландшафта на хронологическую канву. Первый легендарный этап борьбы с природой имел место около 2220 года до нашей эры, когда мифический предок первой китайской династии Юй провел работы по регулированию русла Хуанхэ, после чего центральная часть Северного Китая, Шаньси, и часть Шэньси превратилась в земледельческую страну. Река вела себя спокойно до 602 года до нашей эры, то есть в течение 16 веков.
Исторически это монолитная эпоха древнекитайской культуры, включающая три династии — Ся, Шан-Инь и Чжоу, при которых Китай представлял собой конфедерацию многочисленных княжеств, связанных друг с другом высшим по тому времени достижением культуры и иероглифической письменностью. В течение всего этого периода созданный Юем искусственный ландшафт только поддерживался. Но когда с 722 года до нашей эры наступила эпоха весны и осени, условное название эпохи, происходящее от заглавия хроники, в которой она описана, все пошло по-иному. Конфедерация княжеств, представлявшая единое целое под председательством Вана, царя, распалась на 124 самостоятельных государства, которые начали усердно поглощать друг друга. Тогда перешли в контрнаступление и горные Жуны, и воды Хуанхэ. В результате плохого содержания дамб в 602 году до нашей эры произошло первое зарегистрированное изменение течения реки Хуанхэ, и с тех пор основная работа на реке до XVIII века заключалась в поддержании дамб и заделке прорывов. В аспекте, принятом нами, это явление должно рассматриваться как поддержание существующего ландшафта. То есть мы приходим к парадоксальному выводу, что следует зачислить китайцев в тот же разряд этносов, что и алганкинов или эвенков. Однако проверим наш первоначальный вывод. В IV веке до нашей эры железо превратилось в настолько общедоступный товар, что из него стали делать не только мечи, но и лопаты. Благодаря техническому усовершенствованию в III веке были созданы оросительные системы, из которых наиболее важной была система Вэйбэй, орошавшая 162 тысячи гектаров полей в Северном Шэньси. Благодаря этой ирригационной системе провинция Шэньси стала плодоносной и не знающей неурожайных годов. Тогда Цинь Ши Хуанди сделался богатым и могущественным и смог подчинить своей власти прочих князей. Это было знаменитое объединение Китая, закончившееся массовой резней побежденных, закабалением уцелевших, построением Великой Стены и истреблением не только ученых и всех книг, кроме технической литературы, под таковыми понимались книги по гаданию, медицине и астрономии, но и всех читателей исторических и философских трактатов, а также любителей поэзии. И вот тут мы можем поставить вопрос. Было ли связано целенаправленное изменение ландшафта с грандиозным человекоубийством, или они просто совпали по времени? Или оба эти явления восходят к одной общей причине? Для решения проблемы проследим историю Китая и историю оросительной сети Вэйбэй дальше. Народное восстание 206 года до нашей эры ликвидировало режим империи Цинь, и при династии Хань столь больших кровопролитий не происходило. Страна богатела, ибо к прежней житнице в Шэньси на берегах Хуанхэ прибавилось новое на берегах рек Вэй и Цзин. Но тут сказала свое слово природа. Вода для оросительной сети поступала из реки Цзин, которая была преграждена плотиной, однако река углубила свое русло и оставила водоприемник на сухом месте. Пришлось прорыть новый канал и построить плотину выше по течению, и в последующие века это повторялось 10 раз, что потребовало огромного вложения труда, и все-таки в XVII веке система Вэйбэй была фактически заброшена. На протяжении истекших 2000 лет развернулась средняя история Китая, его императорский период. В плане этнологии китайцы этого периода относятся к древним китайцам, как итальянцы к римлянам или французы к галлам. Иными словами, на берегах Хуанхэ создался этнографически новый народ, который мы называем тем же словом, что и старый. Но не надо переносить дефекты нашей терминологии на предмет исследования, тем более что слово «китайцы» — условный термин, появившийся в XII веке вследствие развития караванной торговли, и означал он тогда монголоязычное племя, с которым имели дело итальянские и русские купцы. От этого племени название Китай перешло на их соседей, называвших себя просто жители Средней равнины. Для нашего анализа это важно, потому что общеизвестное слово «Китай» таксономически соответствует таким понятиям, как Европа или Левант, Ближний Восток, а не таким, как Франция или Болгария. Так вот, с эпохи объединения Китая императором Цинь Ши Хуанди до потери Китаем самостоятельности на территории между Хуанхэ и Янцзы возникли, сформировались и потеряли силу два больших этноса, условно именуемые северокитайский и южнокитайский. Второй также связан с изменением ландшафта, ибо когда древние китайцы
из коих образовались оба средневековых этноса, широкой струей вливались в долину Янцзы, то они на месте джунглей устроили рисовые поля. Северные же китайцы на месте сухих степей создали орошенные пашни, и до тех пор, пока у них хватало энергии на поддержание растительной системы, они утверждали себя как самостоятельный народ и отражали, хотя не всегда удачно, иноземцев. Но в XVII веке ирригация перестала существовать, и в том же веке маньчжуры покорили Китай. Покорению предшествовало грандиозное крестьянское восстание, расшатавшее мощь империи Мин, но поднять крестьян на жестокую войну можно лишь тогда, когда сельское хозяйство в упадке. Действительно, потеря богатейших северо-западных пашин, занесенных песком после того, как были заилены каналы, ослабила сопротивляемость Китая и превратила империю Мин из агрессора в жертву. 8. Теперь мы можем ответить на поставленные вопросы. Эпохи, в которые земледельческие народы создают искусственные ландшафты, относительно кратковременны. Совпадение их по времени с жестокими войнами не случайно, но, разумеется, мелиорация земель не является поводом к кровопролитию. Утверждать такое значило бы идти в направлении географического детерминизма дальше самого Монтескьё. Однако в обоих параллельно протекающих явлениях есть черточка, которая является общей. Способность этнического коллектива производить экстраординарные усилия. На что эти усилия направлены — другое дело. Цель в нашем аспекте не учитывается. Важно лишь, что когда способность к сверхнапряжению слабеет, то созданный ландшафт только поддерживается. А когда эта способность исчезает, восстанавливается этноландшафтное равновесие, то есть биоценоз данного биохора. Это бывает всегда и везде, независимо от масштабов произведенных перемен и от характера деятельности, созидательного или хищнического. А если так, то мы натолкнулись на новое, до сих пор неучтенное явление. Изменение природы не результат постоянного воздействия народов на нее, а следствие кратковременных состояний в развитии самих народов, то есть процессов творческих, тех же самых, которые являются стимулом этногенеза. 9. Проверим наш вывод на материале Древней Европы. На рубеже II и I тысячелетий до нашей эры Западную Европу захватили и населили воинственные народы, умевшие ковать железо — кельты, латины, ахейцы и другие. Они создали множество мелких земледельческих общин и, обработав девственную почву, видоизменили ландшафт. Почти 1000 лет в Европе не возникало больших государств, потому что каждое племя умело постоять за себя, и завоевание было делом трудным и невыгодным. Племена скорее давали себя перебить, чем соглашались подчиниться. Достаточно вспомнить, что ни Спарта, ни Афины не могли добиться власти над Элладой, а латинские и самнитские войны Рима проходили более тяжело, чем все последующие завоевания. В первую половину первого тысячелетия парцелярное земледелие с интенсивной обработкой участков было институтом, поддерживавшим созданный культурный ландшафт. В конце первого тысячелетия отношение к природе становится хищническим, и одновременно возникает возможность завоеваний. Принято думать, что Рим покорил Средиземноморье и Западную Европу, потому что он почему-то усилился. Но ведь тот же результат должен получиться и в том случае, если бы сила Рима осталась прежней, а народы вокруг него ослабели. Да так оно и было. А параллельно с экспансией Рима шло превращение полей сначала в пастбища, потом в пустыри, и, наконец, к V-VI векам восстановились естественные ландшафты, леса и заросли кустарников. Тогда сократилась численность населения, и Римская империя пришла в упадок. Весь цикл преобразования ландшафта и этногенеза от сложения этносов до полной их нивеляции занял около 1500 лет. Новый подъем деятельности человека и одновременно образование средневековых наций произошел в IX-X веках и до сих пор не закончен. Возможно, что для объяснения особенностей этого периода следует внести дополнительные коррективы в связи с небывалым развитием науки, но этот вопрос следует изучить особо, ибо сейчас нас интересует правило, а не исключение из него. А теперь вернемся к индейцам и народам Сибири, потому что мы, наконец, можем ответить на поставленный выше вопрос, почему охотники и земледельцы существуют рядом, не заимствуя друг у друга полезных навыков труда и быта. Ответ напрашивается сам. Очевидно, некогда предки тех и других пережили периоды освоения ландшафта и видоизменили его по-разному.
Потомки же, сохраняя созданный предками статус, волочат на себе наследие прошлых эпох в виде традиции, которую не умеют и не хотят сломать. И даже когда нашествие англосаксов грозило индейцам физическим истреблением, они мужественно отстаивали именно свой образ жизни, хотя, отбросив его, они имели все шансы смешаться с колонистами и не погибнуть. Этническая традиция оказалась сильнее даже инстинкта самосохранения. С другой стороны, ацтеки и другие индейцы Мексики, находившиеся в состоянии, которое мы выше охарактеризовали как творческое, не только пережили ужасный разгром, но нашли в себе силы, чтобы, ассимилировав часть завоевателей, создать новую народность, свергнуть испанское господство и основать Республику Мексику, где индейский элемент играет первую роль. Конечно, соратники Хуареца не были копией сподвижников Монтесумы, но еще меньше походили они на солдат Кортеса. Мексиканцы — молодой народ, этногенез которого происходил на глазах историков. Несколько иначе шло сложение народов Колумбии и Венесуэлы, освободившихся от испанского господства тоже в начале XIX века. Там большинство руководителей повстанческого движения были не индейцы, а негры или мулаты. Сам генерал Боливар в 1819 году высказался по этому поводу так: «Наш народ нельзя сравнить с европейцами или североамериканцами. Наше население скорее смесь африканцев и американцев, чем выходцев из Европы, ибо сами испанцы по своему характеру, инстинктам и африканской крови, которая течет в их жилах, вряд ли могут быть причислены к европейцам. Невозможно определить, к какой человеческой семье мы принадлежим. Большинство индейского населения было перебито, европеец смешался с американцем и африканцем, а последний с индейцем и европейцем. Рожденные одной и той же матерью, наши отцы, разные по происхождению и крови, являются иностранцами, и все отличаются друг от друга цветом кожи. А этот народ, сложившийся в Венесуэле в XVII-XVIII веках, весьма сильно изменил характер ландшафта путем разведения культурных растений и акклиматизации чуждых Америке животных, лошадей и коров. По-разному протекали процессы этногенеза и в других областях Латинской Америки. Иногда решающую роль играла природа, иногда состав исходных популяций, иногда наличие разных культурных традиций. Но именно явление объективно протекавшего процесса этногенеза обусловило крушение грандиозного плана генерала Боливара создания единой латиноамериканской империи. Воплощение замысла философской мысли разбилось об историко-природную реальность, каковой и является этногенез. 10. Суммируя все наблюдения, приведенные выше, можно сказать, что этногенез, то есть творческое преображение этнических коллективов и сопутствующие ему антропогенные видоизменения ландшафтов, происходит на поверхности Земли то тут, то там, своего рода толчками, после чего следуют периоды затухающей инерции, переходящие в устойчивое состояние равновесия между этносами и окружающей географической средой. И вот мы подошли к цели нашего исследования — реальному принципу классификации антропогенных факторов ландшафтообразования. Оказывается, он лежит не на поверхности явления среди необозримого этнографического многообразия, а в глубине, разделяя состояние этноса, творческое, то есть динамическое, инертное или историческое и стабильное, то есть персистентное, при котором этнос входит в биоценоз. Эти состояния различаются между собой только способностью к сверхнапряжениям, причем в третьем варианте она близка к нулю. А теперь переведем наше обобщение на язык смежных научных дисциплин, причастных к исследуемой проблеме. В плане диалектического материализма момент творческой динамики этноса соответствует скачку при переходе количества в качество. В плане зоогеографии это антропогенная сукцессия, затухающая вследствие сопротивления среды. В плане геоморфологии это тектонические микроизменения, где этносы приравниваются к прочим природным факторам. Развалины городов можно рассматривать как метаморфизованный антропогенный рельеф. В плане генетики это микромутация, появление нового признака, который в процессе эволюции утрачивается. Передача его от поколения к поколению происходит не столько передачей генотипа, сколько посредством сигнальной наследственности, видоизменение которой легко увязывается с фактором отрицательного отбора. В плане истории и культуры это возникновение и утрата традиции,
явление зафиксированное, но не объясненное. Итак, с одной стороны, мы нащупали глобальную закономерность, проявления которой неоднократно фиксировались представителями смежных областей знания. С другой, нашли место этнологии в классификации географических дисциплин. Она располагается на стыке многих наук, как специальная область эмпириосинтеза.